ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 12:00 Комсомольская площадь. Стартует пикет против закона Республики Коми номер 144. Этот акт, по сути, лишил многих родителей компенсации за оплату детского сада. Эти льготы установлены федеральным законодательством, но у нас на месте. Решили, что это излишне. Многим это ударило по карману, и чем в семье больше детей, тем больнее. На пикете подчеркивали, что дополнительные деньги можно было бы пустить на доп. Образование детей, их развитие. То есть республиканская власть своим решением сэкономила на семейном будущем, так? Хотелось бы нашему руководителю республики сказать, чтобы он думал о республике. Очень большое сравнение с Татарией. Там же также нефть, также газ, но живут они намного богаче, чем мы в нашей республике. Я здесь проработала практически всю свою жизнь, вышла на пенсию, мы какие-то льготы получали, с нас убрали эти льготы. У меня дочь, она многодетная мама, льготы тоже поубирали. Ну как так можно? Он пришел, когда этот господин Габликов, он столько много наобещал, и то сделает, и это сделает, но, по-моему, еще пока ничего не видно, чтобы что-то он сделал. Я сама являюсь многодетной мамой, у меня 4 детей. 2 из них посещают дошкольное учреждение. То есть, если мы платили раньше 5000 рублей за 2 детских садика, да, то сейчас на данный момент мы будем платить 7. 2000 рублей для нас очень большая сумма. Эти деньги мы могли бы направить на дополнительное образование наших детей. Или даже могли бы купить там какие-то игрушки, я не знаю, там сладости. Вот. А наше правительство Республики Коми лишило нас этой возможности. Извините меня, с 2014 года нам зарплату не поднимали, коммуналка растет, цены на продукты растут, еще и компенсацию забирают. Тем более, получается, там в табличке достаточно небольшой доход указан, по которой критерии уже зарплата компенсация отменяется. То есть 60 тысяч на семью из 4 человек, это считается уже человек богатый и может платить за садик в полном объеме. А кружки все платные, коммуналка растет. Ипотека. Мы уже никому не верим. Во время пикета у людей просили подписаться под петицией за отмену 144-го закона РК. Организаторы поделились, что далее планируют направить собранное президенту РФ, а также уже вскоре обратиться в Верховный суд Коми. Мол, закон республики не может ухудшать положение вопреки федеральному и противоречит Конституции к тому же. Поэтому компенсации надо вернуть. Насколько местная Фемида воспримет эти доводы, будет ясно позднее. Пикет на Комсомольской площади был законным и официально согласованным. За последнее время таких примеров в Ухте было очень немного. Пикет – это ведь уже следствие, это уже последний крик души, но последняя, скажем так, инстанция, потому что были нами предприняты шаги вот за последний месяц. Действительно, ведь очень много в социальных сетях этот вопрос поднимался, в блогосфере, и это уже, скажем так, ответ на бездействие властей, на отсутствие элементарной, обратной связи. Нас сегодня просто не слышат. Не слышат обычных родителей. Мы сегодня, я не состою в какой-то либо политической партии. Большинство тех, кто сегодня пришел на митинг, вообще отношения к политической партии не имеют. Это простые папа и мама. Организаторы заметили, что отсутствие реакции на мирный протест и ухудшение жизни людей – это тоже результат, в том смысле, что вскоре грядут очередные выборы. И каждый вправе самостоятельно сделать выводы о том, кто и как заботится о своих гражданах. Примерно через час пикета произошло событие, которое было, наверное, ожидаемо. Подъехала полицейская машина, в которую посадили оператора квадрокоптера, который производил съемку пикета. По неофициальной информации, причина – не согласовали эту самую съемку. Присутствующие на месте сотрудники полиции комментировать ситуацию отказались. Честно говоря, со стороны это выглядело интересно. До этого момента было просто собрание людей, выражающих свое мнение. УАЗик с включенной мигалкой на тротуаре добавил остроты событию.